Согласно результатам исследования аналитической группы фонда журналиста и телеведущего Савика Шустера Open Mind Foundation, в 10 областях Украины, где в ноябре-декабре 2018 года вводилось военное положение, сократилось электоральное ядро действующего президента Петра Порошенко. Были опрошены жители Винницкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Запорожской, Херсонской областей и оккупированной Киевом части ДНР и ЛНР в день начала военного положения, в ноябре 2018 года, и через 2 недели после его завершения, 10 января 2019. Издание «Гордон» опубликовало материал Шустера о результатах проведенного исследования, в котором речь идет о том, что эмоциональное состояние людей с большей точностью, чем результаты традиционных предвыборных опросов, отражает изменения их электоральных предпочтений. Так как военное положение инициировал президент страны Петр Порошенко, рискнем предположить, что результаты опроса иллюстрируют эмоциональное отношение респондентов к президенту, подписавшему указ о введении военного положения на территории их проживания. Понимание причины возникновения страха, надежды, злости или унижения позволило дать более детальную картину эмоционального состояния жителей 10 областей Украины, пишет Шустер. В ходе исследования было опрошено 950 человек при допустимой погрешности в 4,62% и уровне достоверности 95%. Кроме того, оказалось, что среди напуганных больше женщин, 38%, и людей в возрасте 30-44 лет, 33,5%. В начале января страх уменьшился, но не исчез полностью. 17,9% всех респондентов сказали, что боятся до сих пор, причем подавляющее большинство из них, 85%, полагали, что угроза вторжения России остается. С определенной долей вероятности можно сказать, что в конце ноября они могли проголосовать за действующего президента Украины Петра Порошенко, который выступил с инициативой ввести военное положение. Надежду на него в конце ноября испытывали 40,2% мужчин, 39,5% молодых людей в возрасте 18-29 лет и 42,4% жителей в возрасте от 60 лет и старше. Этих респондентов можно назвать электоральным ядром Петра Порошенко, отмечает Шустер. Также, по его словам, 10 января, через 2 недели после отмены военного положения, электоральное ядро президента значительно уменьшилось.
Надежду испытали 21,5% респондентов, что значит, 11,6% жителей 10 областей разочаровались в решении президента. Больше всего разочаровались представители старшего поколения, 60+, с 42,2% до 18,4% и молодежь 18-29 лет, испытывающих надежду среди них стало в 2 раза меньше, с 39,5% до 18,7%. Тем не менее, в начале января решение президента продолжали поддерживать каждый четвертый мужчина, 23,5%, и каждая пятая женщина, 19,8%, живущие в 10 областях военного положения. Результаты нашего исследования показывают, что больше всех Петра Порошенко поддерживают люди в возрасте 30-44 лет, 10 января почти каждый третий, 27,1%, из них ответил, что решение ввести военное положение продолжает вызывать у него надежду, это существенно выше, чем в других возрастных группах, сказано в статье. Если 28 ноября это решение руководства страны унижало 10,9% жителей 10 областей, то в начале января уже 17,4% считали его унизительным для себя. На 8,1% увеличился показатель унижения среди мужчин. По словам многих респондентов, у них складывалось впечатление искусственно созданной ситуации. 10 января решение президента о военном положении стало унижать в 2 раза больше представителей возрастной категории 30-44 лет, с 7,4% до 13,4%, а также 60 лет и старше, с 10,3% до 20,2%. Возможно, это те люди, которые в начале военного положения с надеждой воспринимали действия президента. Десятое января 83,5% респондентов, испытывающих унижение, сказали, что чувствуют эту эмоцию, потому что уверены, ситуация с военным положением – это всего лишь предвыборный трюк президента, отмечает Шустер. Еще 10% выбравших унижение считают, что введение военного положения только в 10 областях разделило всех украинцев на людей второго сорта, тех, кто попал под режим военного положения, и первого, всех остальных. Больше всего униженными от этого разделения оказались пожилые люди 60 лет и старше, 20,6%, и жители сельской местности, 28,4%. Среди респондентов, выбравших унижение, 23,2% в возрасте 18-29 лет причиной назвали повышение уровня преступности и коррупции во время военного положения.
Кроме того, 3/4 женщин, испытывающих злость, 75,4%, сказали, что введение военного положения оказалось предвыборным трюком президента, а 16,3% чувствовали злость потому, что уровень преступности и коррупции за это время повысился. В конце ноября значительное количество мужчин, каждый третий, 27%, уже испытывало злость, а через месяц их стало еще на 2% больше, 29%. – 86,7% мужчин, ощущавших злость, уверены, что военное положение было введено в интересах президента Порошенко. Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что 46,7% жителей областей, в которых было введено военное положение, испытывают унижение и злость по отношению к руководству страны. – 82,1% респондентов, выбравших эти эмоции, уверены, что все было устроено ради того, чтобы поднять предвыборные рейтинги президента Петра Порошенко. В эту группу входит 53% всех жителей 10 областей в возрасте 45-59 лет и 48% представителей старшего поколения, 60 лет и более.